Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня мы с вами обсудим новости прошедшей недели. Если вы еще не подписаны на канал, то очень вас прошу, подпишитесь. Это не опасно. Поставьте лайк этому и другим видео, и, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Это очень поможет и в продвижении нашего канала на YouTube, и в работе нашего движения. Всем заранее огромное спасибо. Самая главная новость этой недели – это признание иностранным агентом депутата якутского парламента Илтумен Александра Иванова. В начале недели депутаты Илтумена на очередной сессии написали докладную записку, и практически все проголосовали за. Тех, кто голосовал против, воздержался или просто не голосовал. Их было 9 человек. Остальные 49 проголосовали за то, чтобы докладная записка отправилась в следственные органы на проверку высказываний Александра Иванова. Напомню, 17 февраля Александр Иванов, будучи в Казахстане, рассуждал, и он это видео выложил у себя в телеграм-канале, рассуждал о том, что он мечтает, что в скором времени народ Саха, так же как народ Казахстана, обретет свободу воли. Ни о какой независимости, еще раз, ни о каком отделении от Российской Федерации речи не было. Он рассуждал о свободе воли. Тогда все, и после этого высказывания все, значит, его шельмовали, все от него моментально начали открещиваться, даже все его соратники начали говорить о том, что он, в общем, не имеет права так говорить. Россия наша любимая родина, в общем, в этом духе. Иванов, кстати, да, сказал на заседании, он сказал, что он ни в чем не виноват. Да? Свобода воли нормальная. Желать, чтобы народ Саха имел свободу воли, это нормально. Желать, чтобы народ Саха изучал свой язык, это нормально. И изучал свой язык, изучал свою историю. Вот. И как раз-таки он высказался о том, что да, на самом деле в республике Саха зарабатывают на добыче ресурсов только добывающие компании. Народ Саха с добычей ресурсов практически ничего не имеет. Он это еще раз повторил. Тем не менее, выступали тогда депутаты, Паскачин говорил о том, что неужели у нас нет других способов наказать, значит, Иванова. Нургуян Заморщикова выступила интересно, она говорила на якутском языке, и она сказала. Это вы знаете, звучало так, как... Она так немножко отодвинулась от Иванова, да, она сказала, это немножко не мое, это не мой бывший соратник, в общем, я его не знаю, о чем вообще он говорит, непонятно. На якутском языке она сказала, никто нам не запрещает изучать наш родной язык. Я говорю на якутском, мои дети говорят на якутском, мои дети учатся в якутской школе. О чем ты вообще говоришь, Саша, да? Она сказала, я тебя не понимаю. Вот. Парахин вдруг проснулся под самый конец этого вопроса, рассмотрения этого вопроса, и выкрикнул, уже после перерыва, когда они там все в порядок привели документ для того, чтобы за него голосовать. Парахин очнулся и начал кричать, что вот, он зарабатывает, да, он там на чем-то зарабатывает, и его нужно вообще здесь в наручники заковать и из зала вывести. Зря они волновались. Кстати, да, вопрос о снятии мандата, о лишении статуса депутата не ставился вообще. Наш якутский парламент известен тем, что они практически, по-моему, они вообще никогда никого не лишали статуса депутата. Они, в общем, что бы ни происходило внутри парламента, да, какие бы высказывания, какие бы действия ни производили сами депутаты, они никогда не лишают своих коллег статуса депутата. В общем, они поторопились. Министерство юстиции 27 февраля в пятницу выдал, значит, такую новость, что теперь депутат Александр Иванов является, ему присвоен статус иностранного агента.
Очень неприятно опять удивил Обедин, да, он сказал, что вот помните, я вот в прошлых своих постах писал, что вот, дескать, Иванов нарывается. Иванов нарывается. И тут он, значит, указал, что да, я был прав, Иванов нарывается. Закрадываются, значит, такие сомнения, а не собирает ли он кейс для того, чтобы получить где-то политическое убежище. Ну, это, по-моему, вообще абсолютные глупости, Виталий Валерьевич пишет. Что дает статус иноагента в сегодняшней России? Этот статус не обязательно дают тем, кто получает какое-то финансирование от иностранного государства. Вот что пишет, значит, УВД-инфо. Иностранный агент – это статус, присваиваемый в России людям, организациям, объединениям, которые по утверждению российских властей занимаются политической деятельностью и получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. Иностранное влияние в кавычках, да? На каком основании власти присваивают статус иностранного агента, до конца непонятно. Определения в законе даны максимально нечетко. Например, политической деятельностью считается организация публичного выступления, обращение к госорганам и даже высказывание мнения о решениях властей. В то же время власти могут приравнять к иностранному влиянию практически все, что угодно, в том числе денежные переводы от иностранных граждан и репосты публикаций людей и организаций, которые признаны иностранными агентами ранее. Значит, в результате человека могут внести в реестр по надуманным поводам, существенно понизив его в правах. Статус иностранного агента предполагает множество обязанностей, запретов и ограничений, за нарушение которых могут привлечь к административной, а затем и к уголовной ответственности. Иностранные агенты обязаны ставить перед своими сообщениями специальную маркировку. Данное видео или данный материал предоставлен иностранным агентом, произведен иностранным агентом, да? Воспроизведен иностранным агентом. Вот такая плашка должна стоять на любой публикации. И, насколько я знаю, да, все СМИ, которые пишут об иностранных агентах, они тоже должны ставить такую плашку, что вот, дескать, ну или пометку делать, что это мнение, это пост, это там статья иностранного агента. Значит, иностранные агенты обязаны ставить плашку, маркировку, регулярно подавать отчеты о своей деятельности в госорганы. Им запрещено занимать должности в органах госвласти, инициировать референдумы, участвовать в избирательных кампаниях, организовывать какие-либо публичные мероприятия, а также заниматься образовательной и просветительской деятельностью. Реестр иностранных агентов ведет Министерство юстиции. Как правило, ведомство пополняет реестр каждую неделю по пятницам. Значит, статус иностранного агента УВД-инфо считает несправедливым, дискриминирующим, поэтому мы пишем его в кавычках. Совершенно верно. Совершенно верно, пишет УВД-инфо. Этот статус дискриминирующий, этот статус мешает людям вообще не просто жить, да, не просто работать, а еще и вообще жить просто мешает. Я так полагаю, что поскольку на данный момент до сих пор нет уголовного дела, никакого уголовного дела, никакого административного дела не было заведено на Александра Иванова, я считаю, что у властей просто нет никаких рычагов давления, не было. Ну, помимо того, что они присудили ему статус иностранного агента. Никаких высказываний, которые бы призывали, например, ну, его же многие называют сепаратистом, да, которые бы призывали к нарушению территориальной целостности, нарушению вот этого вот закона конституционного, да, в высказываниях Иванова не было. Никаких, ну, ничего вообще о суверенитете, ничего о независимости Иванов никогда не говорил. То, что ему пытались приписать любовь ко всему турецкому, да, пантюркистом его называли, это тоже абсолютно высосанные из пальца факты. То, что он дал интервью турецкому блогеру, вообще ничего не значит. Проверка проводилась по его высказываниям, и в этой проверке не было ничего обнаружено того, чтобы
попадала под уголовную или административную ответственность. То есть с этой стороны у власти как бы завязаны руки. Они ничего не могут сделать с Александром Игнатьевичем Ивановым. А с другой стороны, тоже у власти завязаны руки. Связаны руки. Они не могут, даже если бы они придумали какой-нибудь повод, ну, любой повод, я не знаю, там, наркотики бы ему подкинули, да. Самое простое, что они могут сделать. Или там какой-нибудь сексуальный скандал бы ему, сексуальную историю какую-нибудь бы ему придумали, да, то, что они тоже любят делать. И по этому поводу его бы упекли в тюрьму, то я думаю, что власти просто боятся народного возмущения. Власть просто боится, что народ возмутится, и неизвестно, какие последствия будут у этого их шага, были бы. Поэтому они как бы к таким радикальным мерам не стали прибегать. Давление происходило на него, на Иванова. Я знаю, что ему запрещено, буквально вот запрещено работать на территории Республики Саха. Поэтому он работал в другом регионе, занимался строительством там. Ну, такой негласный указ сверху был спущен, чтобы его не брать никуда на работу. Вот, поэтому он был очень ограничен. Когда он жил и работал в республике, он был стеснен, да, ограничен в своих финансах, поэтому ему пришлось уехать из республики и работать за ее пределами. Вот. Ну, такое давление, это очень, я хочу сказать, серьезное давление, да, когда у тебя нет средств для того, чтобы не просто ты существовал, да, а могла нормально жить твоя семья. Насколько мы знаем, у Иванова 2 детей. Вот. И их нужно было, одна студентка, их нужно было кормить, их нужно было обучать. Вот. Ему поэтому пришлось принять такое решение и уехать из республики, работать за ее пределами. Ну и вот такое вот решение Министерства юстиции, российских властей внести его в этот реестр иностранных агентов, это тоже форма такого очень сильного, на самом деле, политического давления. Власть решила выдавить его из страны. Ну, вообще, у него есть 180 дней, полгода на то, чтобы обжаловать это решение, на то, чтобы постараться и доказать с помощью юристов то, что ты не являешься, то, что он не является, ну, то, что он не верблюд, да, скажем так, не является иностранным агентом. Во-первых, не получал ни от кого помощи из-за рубежа, ну, денег не получал. И, во-вторых, что он не подвержен никакому влиянию. Ну, например, пусть они проверят, были ли у него репосты тех СМИ, которые сейчас являются иностранными, признанными иностранными агентами. Вот. Я думаю, что этого нет. Наши якутские политики достаточно осторожные люди, и они таких вещей не делают. А если и делают, то к моменту вступления в силу этого закона они, наверное, скорее всего, все почистили у себя. Или пусть проверят, ну что еще может быть, кроме того, что он кого-то репостил. Даже не знаю, да. Ну, каким образом он мог подвергаться иностранному влиянию? Ну, каким образом? Вообще, Telegram у нас это иностранный мессенджер, да? Вот. И все прекрасно там сидят. У главы республики в Telegram в иностранном мессенджере есть свой аккаунт. Подвержен ли глава, ну, с этой точки зрения, иностранному влиянию? Тоже вопрос. Давайте всех проверим, да, кто что репостил у себя, кто что говорил, на кого ссылался. Давайте всех тогда проверим, посмотрим. Вот. Но я думаю, что у Иванова нет таких случаев, и он вполне себе может побороться за то, чтобы с него сняли этот статус иностранного агента. Я вообще хочу сказать, что у нас в республике иностранных агентов несколько. Это я, Зубарева Раиса, это Андрей Заякин, он уроженец Якутска, основатель общества Диссернет. В 22 году его признали иноагентом и присвоили ему статус экстремиста и террориста за то, что он финансировал ФБК Навального.
Потом Светлана Кондакова признана иностранным агентом, и Степан Петров, человек, который организовал общественное движение «Якутия. Наше мнение». Впоследствии его в 21 году организацию признали иностранным агентом, и его самого признали иностранным агентом. Он эмигрировал в Германию, насколько я знаю. Ну и вот теперь у нас еще один иностранный агент – это Александр Иванов. Почему они меня признали иностранным агентом, мне вообще очень удивительно. Я не являюсь гражданкой Российской Федерации, например. Я официально живу в Польше, я здесь официально работаю, я здесь официально получаю зарплату. Вот, поэтому почему они назвали меня иностранным агентом, я вообще не понимаю. Я до сих пор пока еще являюсь гражданкой Российской Федерации по паспорту, да, но вообще на самом деле я себя гражданкой Российской Федерации не считаю. Вот. Ну, почему Иванова признали иностранным агентом, это вообще на самом деле неудивительно. Знаете почему? Потому что доказательная база там вообще на самом деле и не нужна для того, чтобы человек, который живет на территории Российской Федерации сейчас, был признан иностранным агентом. Ничего доказывать не нужно. Критерий вообще один – это публичная субъектность. То есть получается, что если человека нельзя посадить, потому что не за что просто, да, он слишком чистый человек, да, если его невозможно снять через выборы, если его невозможно лишить мандата, да, у него есть большая поддержка, вот, то в таком случае как раз-таки и включается режим административного давления. Что будет в этой ситуации делать Александр Иванов, покажет время. Я думаю, что, мне почему-то кажется, что он покидать территорию Российской Федерации не будет, но остается один способ в течение полугода попробовать оспорить это решение Министерства юстиции. Вот. Ну, насколько это вообще сегодня в политической жизни Российской Федерации, в реалиях политических возможно, это, конечно, вопрос очень спорный. Мне кажется, вообще невозможно оспорить свое иноагентство. Суды, наверное, крайне неохотно идут на такие решения, чтобы снять статус иностранного агента. И, во-первых. Во-вторых, процесс может затянуться на долгое время, и вот в это время человек может исчезнуть из информационного поля. На что на самом деле российская власть и рассчитывает. Вот. Но, не знаю, посмотрим, что будет делать в этом случае Александр Иванов. Во-первых, мы ждем его комментария. Он еще пока на сегодняшний день не комментировал свой новый статус. Подождем его комментария, и тогда уже будет понятно, более-менее понятно, понятны следующие его шаги. Следующая новость – это у нас рейтинги. У нас появилось два очень интересных рейтинга, абсолютно противоположных друг другу. Первый рейтинг – это рейтинг Республики Саха по качеству жизни. Мы спустились с 70-го, в прошлом году мы были на 70-м месте, сейчас мы спустились на 71-е место. То есть качество жизни у нас еще ухудшилось. Из 85 регионов мы на 71-м месте. После нас, по-моему, Еврейская автономная область, какая-то из республик Северного Кавказа, типа Ингушетии, и, скорее всего, Тува и Приморский край, как обычно, да. Вот. Второй рейтинг, абсолютно противоположный, еще раз, да, это рейтинг губернаторов. Наш губернатор Айсен Николаев вошел в топ-5 губернаторов России. Многие почитали и сказали, это же абсурд. Не может быть, чтобы качество жизни было практически на самом последнем уровне, а уровень губернатора, да, оценивался так высоко. Это просто абсурд. Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Просто здесь оцениваются разные вещи. В первом случае оценивается качество жизни для людей. Качество проживания вот в этом нашем регионе, в нашей республике, да. Здесь оценка того, сколько люди зарабатывают, сколько люди тратят, насколько доступно жилье, насколько доступно образование, есть ли дороги, есть ли, там, я не знаю,
медицина доступная тоже и, ну, и хорошего качества, да. Про то, это рейтинг про то, можно ли вообще просто жить в наших городах. А вот рейтинг эффективности руководителя — это совсем другая история. Там почти нет никакого, ну, там почти не оценивается никакое качество жизни, никакой доступности к образованию, никакой доступности образования и доступности медицины. Там об этом речь не идет. Там идет речь о том, насколько губернатор лоялен центру, насколько он управляем. Вот. И наш Арсений Николаевич занял почетное там 4-е место. Он обогнал, я не знаю, наверное, он, наверное, не обогнал только Собянина. Обогнал даже Цыгенова и обогнал всех остальных губернаторов. Вот какой у нас управляемый и лояльный Москве губернатор. Еще, кстати, один показатель, по которому оценивает губернаторов, это помощь специальной военной операции. Насколько губернатор задействован в этой специальной военной операции, насколько он выполняет план по отправке пушечного мяса, насколько он выполняет план по подготовке кадров на территории Республики Саха. Ну что, готовим кадры? Дроноводы у нас обучаются. Значит, большой полигон для того, чтобы обучать стрелков, у нас есть. Квадроциклы у нас изготавливаются на территории республики. И сами дроны тоже изготавливаются на территории республики. Огромное количество гуманитарки собирается, увозится на территорию, значит, там, где война, на территории Украины. И вот еще в последняя новость была, что Якутцемент передали Министерству обороны Российской Федерации. Ну, слушайте, ну вообще же прекрасный губернатор. Губернатор, который в плане вот военной этой специальной операции выполняет вообще все предписания центра. Все приказания центра, все, что центр требует от губернатора в плане войны, он все делает. Но и не стоит забывать, что губернатор постоянно в своих вот этих отчетах, в своих выступлениях подчеркивает, что мы впереди находимся по добыче. Добыча угля у нас тут опять, добыча золота у нас, мы уже больше 50 тонн добываем, да. Мы большой нефтеносный, значит, регион, да. И все это важно для государства, как для огромной машины. Но это все это важно, да, весь этот рост. Но в эту систему не вписывается жизнь обычного человека, благополучие конкретной семьи. Да, когда у тебя, в принципе, ты думаешь только о том, как увеличить показатели по добыче, ты, конечно же, не будешь брать в расчет то, что у тебя подорожает еда, да, ухудшится медицина, не появится новое жилье. Вот ты это в расчет не берешь. Именно поэтому, поскольку они не берут в расчет жизнь обычного человека, качество жизни, мы находимся на 71-м месте в том рейтинге. Ну, представляете, да, разными линейками они меряют. Здесь уровень линейка, которая измеряет уровень управляемости, а здесь линейка, которая измеряет какие-то базовые вещи в жизни человека, качество этих вещей. Вот. Абсолютно противоположные значения могут получиться. Ну, вот так. И на этой неделе весь мир, да, по крайней мере, вся европейская часть, отметила трагическую дату начала крупномасштабного вторжения, полномасштабного вторжения России в Украину. И буквально все делали разного рода подсчеты, статистику вели. Наша статистика очень печальная. На 24 февраля волонтеры телеграм-канала «Погибшие» из Республики Саха опубликовали данные. 3000 человек погибло на этой войне. Огромное количество людей и практически из всех улусов. Меньше всего людей забирали из северных улусов, из арктических улусов, и больше всего людей ушли из центральных улусов и из южных улусов, из промышленных улусов. Это говорит о том, что самый главный удар в итоге
пришелся по людям. Для территорий с редким населением, а у нас, как мы знаем, люди, ну, территория огромная, людей очень мало, да, 1 000 000 жителей это очень мало для такой огромной территории, как Республика Саха. Даже ограниченные потери вот для такого населения, для такого количества населения, они становятся критическими. Понимаете, это вот сводкой Генштабом человек расценивается как единица, да, состава, личного состава. А в жизни это реальные люди, это специалисты, это отцы семейств, это носители языка и носители культуры. Мобилизация, она, диспропорциональная мобилизация, о которой мы всегда говорим, она затронула именно национальные республики, в том числе Республику Саха, где и так мало перспектив на будущее. Мы живем хуже, чем, допустим, жители крупных городов, той же Москвы и того же Санкт-Петербурга. Погибших 3000 и пропавших без вести. Это для нас огромное количество людей. Плюс итог этой войны – это огромный отток населения. Это огромный отток молодежи. Не 1000 человек уехало, и эти люди увезли свои семьи, своих детей и своих родителей. И эти люди, они уехали, кстати, не только в центральные города переехали, да, а они переехали еще и вообще за рубеж, выехали с территории Российской Федерации. И эти люди, даже те, кто уехал в Москву и в Санкт-Петербург, в Екатеринбург, они не вернутся, потому что они увидят эту большую разницу между жизнью в столице и в центре России и между жизнью в Республике Саха. Там лучше, там и значит, льгот больше, там и социальные условия тоже лучше. Допустим, детей легче устраивать в детские сады, детей легче устраивать в школы, разные кружки. Там больше мест для посещений, разных мероприятий, да, там больше мест для того, чтобы окультуриваться, ну, скажем так, да. Так что итог этой войны – это большая демографическая яма, которая нас ждет буквально там лет через, скажем, одно поколение, да. Кстати, по поводу войны. Вот еще одна жертва этой войны – это вот мальчик, который погиб в этом парке. «Россия. Моя история», да, называется этот парк. И теперь мама этого мальчика просит подписать петицию для того, чтобы это дело не спустили на тормозах, как она говорит. Что она пишет, да? «Мне страшно, что дело просто спустят на тормозах возбудят в отношении какого-то неустановленного лица, а настоящие виновники окажутся безнаказанными. Вы представляете, на месте моего сына Антона мог бы быть любой ребенок. Это мог бы быть ваш внук, ваш племянник, ваш сын. Я прошу вас не оставаться равнодушными. Пожалуйста, подпишите петицию, распространите это видео. Нам нужна огласка, чтобы следствие не могло закрыть глаза на правду. Пусть мой сын будет последним ребенком, который погиб». Совершенно верно, абсолютно согласна. Пусть этот 16-летний мальчик Антон станет последним подростком, последним ребенком, который погиб в этой войне. За 4 года полномасштабной войны погибло 684 ребенка. 2000 получили ранения. Более 19 тысяч детей были незаконно депортированы или принудительно перемещены Россией. И миллионы тех людей, украинцев, которые потеряли свои дома, которые потеряли возможность мирно жить на своей земле. И дети, как мы видим, да, оказывается, гибнут не только в Украине, а за 10 000 километров от украинской границы. Это тоже жертвы этой войны. Вот этот погибший мальчик, который залез в танк, и его там придавило насмерть. Он тоже жертва этой войны. И реальный виновник этой смерти, который должен быть наказан, это, конечно же, Путин. Человек, который развязал эту войну. Человек, по вине которого погиб мальчик. На этом, пожалуй, все. Всем огромное спасибо за просмотр. До свидания.